В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Порядка 2 триллионов рублей будет направлено на реализацию программы «Цифровая экономика в России». Соответствующий бюджет утвердил накануне на заседании Президиума по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова, еще около 2 триллионов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников. Продолжение темы цифровой экономики. В Якутске может появиться Центр цифрового развития. С таким предложением выступил руководитель Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. На круглом столе в Кремле Николаев также сообщил, что Якутия начинает работу по сбору предложений в национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 и на период до 2035 года. Предложения будут собираться не как раньше с министерств и ведомств, а формироваться с учетом мнений ученых-экспертов, бизнес-сообществ и активных граждан. Владимир Путин поддержал предложение и выразил уверенность в динамичном развитии Якутии. Авиакомпания «Якутия» обновит парк после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. При этом авиакомпания вынуждена на 2 года взять в лизинг самолеты Boeing 737-700, так как на период реконструкции из Якутска до Москвы без пересадок смогут летать только самолеты такого типа. Сама авиакомпания «Якутия» оценивает инвестиции, необходимые для обновления парка воздушных судов, более чем на 7 миллиардов рублей. На эти средства компания намеревалась приобрести в лизинг 5 Боингов, также рассматривала возможность приобретения Bombardier Dash 8 Q300. Обновление парка должно исправить сложившуюся ситуацию с частыми задержками рейсов авиакомпании. Для финансирования затрат на новый парк предполагалось привлечь нового инвестора, которому будет предложено войти в уставный капитал. Город Алекминск получит 30 миллионов рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в целях реализации проектов создания комфортной городской среды. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев. Всего из резервного фонда правительства выделено 4,9 миллиарда рублей. Средства распределены между 43 субъектами федерации. Якутский Алекминск в числе лучших в категории «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек» с проектом «Исторический парк. Спасское селение». Проект предполагает сохранение культурного наследия деревянного зодчества алекминских скопцев, а также развитие исторического центра «Спасское селение» в общественную зону для отдыха. Якутопторг и Полярные авиалинии начали завоз продуктов питания в отдаленные населенные пункты республики. Так, накануне около 5 тонн продуктов питания, овощей, фруктов, круп, муки были загружены на борт грузового самолета Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии». Пилоты перевезут продукты из Якутска в поселок Батагай Верхоянского района. После разгрузки и распределения вертолетчики авиакомпании на Ми-8 доставят груз до поселков Джаргалах и Кустур Эвена-Бытантайского района. Также на этой неделе из города Среднеколымска воздушными судами авиакомпании будет организована доставка продуктов питания, пострадавшие от паводка селы Аргахтах, Сватай, Колымская и Андрюшкина. Речная навигация находится на стадии завершения. Северный завоз продолжается, несмотря на гидрологические проблемы в этом году в связи с низкими уровнями воды на арктических реках Яна, Индигирка и штормовыми ветрами на морских участках Северного морского пути. На сегодняшний день доставлено более 90% различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения республики. В арктические районы доставлено 69% грузов от плана. Закрытие судоходной обстановки на реках произойдет в установленные сроки. Надо отметить, что особое внимание на сегодняшний день уделяется это 2 арктическим рекам. Это река Яна и река Индигирка, где у нас, значит, на Яне, в частности, более месяца не было судоходных глубин, и флот фактически простоял по независящим от нас причинам. Но Индигирки у нас тоже, значит, уровни воды они были ниже лимитирующих. По навигации ежегодно у нас объем составляет от 500 до 700 тысяч тонн грузов автозимней перевозки. Из них львиная доля у нас как раз приходится и на
арктические северные реки и районы нашей республики. Ну а в Нью-Йорке стартовал алмазный аукцион «Алроса», где компания представила редкие находки, сделанные в 2017-2018 годах. На продажу выставлен 81 алмаз ювелирного качества крупного размера, более 10,8 карата. Среди них в том числе такие уникальные камни «Алроса», как прозрачный алмаз желтоватого оттенка массой почти в 98 карат и алмаз массой более 100 карат. Оба камня были добыты на трубке юбилейные в Якутии. Крупные чистые алмазы крайне редко встречаются в природе. Это настоящая находка, и мы гордимся тем, что можем сегодня предлагать такую продукцию по всему миру. Также мы привезли в Нью-Йорк 20 цветных камней фантазийного желтого цвета. Цветные алмазы пользуются особым спросом на рынке, рассказал член правления, директор единой сбытовой организации «Алроса» Евгений Агуреев. Резидент ТОР «Южная Якутия» компания «Колмар» продолжит сотрудничество с китайской металлургической корпорацией BioSteel Resources. Соглашение на экспорт коксующихся углей из Якутии в Китайскую Народную Республику было подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Как пояснила председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева, сотрудничество с BioSteel Resources благоприятно сказывается на экономике Якутии и всей страны. Мы долго шли к тому, чтобы нам доверяли отечественные и зарубежные партнеры, и цель достигнута. Впереди у нас масштабные планы на реализацию проектов, подчеркнула она. Алексей Дичковский, ранее занимавший позицию заместителя председателя правительства Якутии, назначен на должность заместителя генерального директора компании «Алроса», на которой будет курировать вопросы социальной политики компании. В зону его компетенции войдут вопросы реализации корпоративных социальных программ, взаимодействия с органами государственной власти Якутии и муниципальными образованиями. Помимо этого, Алексей Дичковский займется реформированием подразделений, ведущих деятельность в области детского дошкольного образования и сельскохозяйственного производства. Новые назначения – это один из шагов, необходимых для дальнейшей реализации стратегии компании и укрепления наших позиций. Развитие кадрового потенциала, совершенствование социальных программ, повышение эффективности управления дочерними обществами входят в перечень ключевых задач на ближайшую перспективу, прокомментировал генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов. Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке могут снизиться до 7% в перспективе 2-3 лет. Он сообщил, что в ближайшее время Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке, но, по его словам, нужно смотреть ситуацию на рынке. Тем временем Минфин России поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку считает, что американская валюта не должна быть элементом обычного делового оборота в России. Замглавы министерства Алексей Моисеев заявил, что расчеты между третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, а экспортироваться товары из России должны за рубли или национальные валюты стран-покупателей. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, там, где в этом нет необходимости. Тем временем курс американской валюты показывает снижение. По данным Центробанка России, курс доллара на 19 сентября составляет 67 рублей 75 копеек. Курс евро 79 рублей 17 копеек. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.